Управление расположено на первом этаже здания. Здесь нет высоких лестниц. Предусмотрены пандусы, широкие дверные проемы без порогов. Большой зал, а это около 250 квадратных метров, разделен перегородкой и служит приемной. Здесь 9 кабинетов, оснащенные компьютерами, широкий просторный коридор и 3 туалетные комнаты, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Все помещение занимает около 800 квадратных метров. В новом здании установлена система электронного учета, что позволит людям дожидаться своей очереди в комфортных условиях. Клиент 15, пройдите к окну 7. В этом здании также располагается управление образования города и очно-заочная школа. Но для Собеса отдельный вход со стороны улицы Дбар, что позволяет людям с ограниченными возможностями без каких-либо проблем попасть в здание. Было совещание у инвалидов по инициативе организации инфосодействия. Тхагушев собирал нас, и там были приглашены люди, специалисты из Москвы, где они рассказывали о том, как создается среда для инвалидов. И возник вопрос о здании тоже, о том, что здание, где принимают инвалидов, где оформляются документы, оно неприглядное и очень неудобное. В течение года мы этим занимались, и, как видите, сегодня мы открываем вот это новое место, где созданы все условия. Я очень благодарен тем рабочим, которые этим занимались, строителям. Они от души подошли к этому вопросу. Хочу сказать, что даже вот площадка, там бордюры, те, кто делал асфальт, они сами за свой счет уложили бордюры. То есть каждый старался, помимо выделенных денег, еще внести свою лепту и что-то сделать хорошее для инвалидов, чем-то помочь им. Директор Ассоциации инвасодействия Алхас Тхагушев выразил надежду, что многие возьмут пример с администрации столицы, и тогда общими усилиями системно можно будет решать все вопросы. По словам Алхаса Тхагушева, сегодняшние события – пример успешного взаимодействия власти и общества. Поэтому у нашей страны есть шанс создать доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Вот сегодня городская власть показала, что это можно делать в достойных условиях. Можно прийти, нигде не суетиться, в очередях не стоять, нервы свои не тратить. Достойно, спокойно человек прожил жизнь. Он отдал все своей стране. Он может в достойных условиях прийти и получить свою пенсию, оформить эту пенсию, оформить пособие какое-то. Если мы для этой категории людей вот так не будем относиться к нашей стране, значит, у нас и страны по сути нет. А сегодня мы показали всем, что она у нас все же есть. И это знаковое событие, это надежда на то, что в этой сфере у нас произойдут серьезные радикальные перемены. Когда хотим, мы все можем. Вот что показал этот пример, вот это событие. Я благодарю городскую администрацию, благодарю представителей Собеса. Я благодарю за то, что мы смогли эту гору свернуть. Мы смогли ее повернуть в том направлении, в котором нам нужно было. Потому что очень часто сегодня в нашем обществе люди обсуждают, не от хорошей жизни мы это обсуждаем, что оказывается мы ничего не можем. Мы все можем, когда хотим, когда мы объединяем усилия. В данном случае я могу сказать так, что общественный сектор наш, государство, люди, представляющие разные сферы, мы объединились. И мы получили результат. И нам нужно, конечно, чем больше мы будем вот так взаимодействовать, тем больше у нас в стране будет таких позитивных событий. Спасибо огромное всем. Уже бывшее помещение управления социального обеспечения столичной администрации по улице Имама Шамиля доставляло массу неудобств жителям города. Во-первых, из-за его расположения, а также тем, что там не было никаких условий, чтобы пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могли дойти до нужного кабинета. В старом помещении Собеса, не говоря уже о высоких ступеньках и узких коридорах, при больших очередях люди просто теряли сознание из-за замкнутого пространства. Теперь все это в прошлом. Сегодня сотрудники Сухумского городского управления социального обеспечения вспоминают обо всех неудобствах с улыбкой. Сейчас у нас, как видите, светло, тепло.
Девочки все находятся в кабинетах просторных, где можно разместить все имеющее и оборудование, и пенсионные, и личные дела пенсионеров. В основном подготовлено помещение для работы с пенсионерами, для детей, которые приходят сюда. Имеются пандусы. Раньше невозможно было пенсионеру, инвалиду, колясочнику подняться в собес или матери с ребенком с коляской зайти, чтобы получить какое-либо пособие. Сейчас созданы все условия. Особой гордостью нового помещения Субеса является архив. Теперь все документы расположились на специальных стеллажах. В тех условиях, в которых мы работали, у нас архива как такового не было. Там были просто, которые мы могли сколотить, полочки в закрытом помещении. Сейчас у нас новые полки и помещения в 100 квадратных метров для архива, где каждое дело имеет свое место. В скором времени начнется регистрация пенсионеров. Всю эту процедуру пожилые люди теперь будут проходить в новом современном помещении, в котором созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Рената Шакая, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.